Нет, почему-то не слышно. Так. Все замечательно. Я вижу, что кому-то слышно. Если кому-то не слышно, постарайтесь настроить свою аппаратуру, и, соответственно, в записи данный вебинар он будет. Вы можете всегда к нему обратиться еще раз, и мы сможем ответить на все ваши вопросы. Я рада вас приветствовать еще раз. Мы работаем в Коми Республиканском институте развития образования. Я заведующий центром выпускников 9 и 11 классов Республики Коми. Напомню самое главное, да, что такое социологическое исследование. Это все-таки некая система, да, которая направлена на получение объективных данных об изучаемом социальном явлении. Для нас это очень важно, потому что дети для нас это всегда самое ценное, самое важное, это перспектива нашей жизни, это наше будущее. Соответственно, нам необходимо прежде всего объективные данные. Объективные данные здесь учитываются даже в том смысле, что мы берем анкету и данные анонимно. То есть никто себя не показывает, кто он, что он. Да? Есть определенные позиции, по которым мы их идентифицируем, но это все анонимно. Соответственно, нам необходима от вас большая помощь. Это максимальный охват детей, школьников 9 и 11 классов, чтобы мы понимали, чего они хотят, чего им не хватает. Может быть, где-то сориентироваться, чтобы что-то подправить, да? Где-то помочь, где-то адресно вообще сопроводить ребенка, чтобы он не потерялся в этом мире и социализировался своевременно. Если мы говорим о целях и задачах этого исследования, да, то основная цель, сейчас слайд переключу, основная цель данного исследования – это все-таки выявление профессиональных намерений и планов на продолжение образования. В том числе наших особенных детей, это детей инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соответственно, далее у нас выходят из цели данного исследования некоторые задачи. Это определить потребность учащихся школ в профориентационных мероприятиях и их видах. Там есть несколько вопросов в анкете именно по этому виду деятельности. Потому что очень часто бывает, даже выпускники 11 классов еще не всегда понимают, чего они хотят, куда они хотят попасть и что для них наиболее востребовано. Если мы говорим про составление рейтинга востребованных специальностей среднего профессионального и высшего образования, да, мы говорим не только о среднем профессиональном образовании, но и о высшем образовании на территории Республики Коми. Самое важное для нас понять, почему иногда дети уезжают, и, может быть, чего-то у нас не хватает в сфере образования Республики Коми. Может быть, какие-то программы нужно открыть, может быть, где-то что-то переформатировать. Соответственно, вот эта задача для нас тоже наиболее актуальна. Третья задача – это прогнозирование конкурса при поступлении в образовательную организацию Республики Коми. Мы знаем, что ежегодно выделяется на каждый год поступления контрольные цифры приема. Это бюджетные места. Бюджетные места на образовательные программы высшего образования, бюджетные места на среднее профессиональное образование. И когда наши дети сориентированы на то, чтобы продолжить образование вне школы, особенно после 9 классов, мы должны понимать, что будет конкурс, и конкурс будет на те места, которые им необходимы. И чтобы эти детки у нас никуда не потерялись. То есть, может быть, даже в какой-то момент сориентироваться, да, куда их переформатировать, чтобы после 9 класса они все-таки пошли и получили профессию. Важный элемент, как я уже отметила, это сопровождение наших детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Когда в анкетах они будут обозначать, какие им направления подготовки необходимы, куда они собираются поступать, разработать сразу же и адаптивную образовательную программу. Поэтому на все эти задачи, это комплексные задачи, в них еще много подзадач, да, соответственно. Но вот основная цель у нас вот это. Соответственно, исходя из идеологии социологического исследования,
мы говорим об основных мероприятиях. Сегодня мы с вами проводим информационную встречу по вопросам проведения социологического исследования. Вы в конце можете все нас послушать, можете задать вопрос, если захотите, можете обратиться к нам по электронной почте, в конце будет слайдик с нашими контактными данными и с телефонами, соответственно. Вот. Второй момент– это организация прохождения анкетирования. Уважаемые коллеги, сроки очень сжатые, буквально с 17 по 24 февраля. Мы видим, что письма уже до многих дошли. Вчера уже анкетирование начали детки проходить, мы это все видим. Мы будем мониторить, кто проходит, кто не проходит. Если мы будем видеть, что какая-то организация не успевает, мы будем с вами связываться. Но я думаю, что наша связь не должна быть односторонней, наша связь должна быть двусторонней. То есть если у вас возникают какие-то проблемы, может не работать платформа, может быть, детки болеют. Я знаю, что некоторые школы уже в республике ушли на карантин на какой-то период, и как раз в эти сроки. Мы готовы рассмотреть возможность, может быть, индивидуально где-то и продлить сроки прохождения анкетирования. Соответственно, здесь должна быть наша совместная работа. Следующий этап– это будет этап нашего центра. Мы будем обрабатывать, анализировать полученные все данные и готовить отчет, комплексный отчет о проведенном исследовании, где будут все цифры о количестве прошедших тестирований, о необходимости определенных мероприятий проведения, о рейтинге специальностей, о прогнозе конкурсов. Мы все это обозначить. И, соответственно, кроме того, что там будут цифровые данные, понятно, что там будет аналитическая часть, которую можно будет прочитать. Следующим этапом у нас будет, мы обязательно по итогам проведем публичную презентацию отчета с ключевыми точками, на которые необходимо внимание. Если сегодня на презентации у нас присутствуют, прежде всего, это общеобразовательные организации, это те люди, которые готовят школьников, выпускников 9-11 классов, то на публичную презентацию отчета мы обязательно пригласим все организации среднего профессионального образования и высшего образования, для того, чтобы комплексно, может быть, даже обсудить возникающие вопросы. Ну и далее мы разместим данный отчет, конечно, на официальном сайте Коми Республиканского института развития образования. Все эти мероприятия мы планируем провести до 16 марта 2022 года. То есть у нас появится еще возможность в какой-то момент, может быть, сориентироваться по корректировке профориентационных мероприятий, выявить определенные проблемы у наших детей и предложить помощь в решении любых ситуаций. На данном моменте я думаю, что все понятно вам. Я представляю вам наши контактные данные. Это Центр профессионального образования, это наша общая почта. Но при этом вы можете писать нам на почту электронную, личную. То есть это моя почта. Моя почта всегда со мной, как у многих она сейчас просто в телефоне, поэтому мы всегда можем связаться с вами напрямую. И рабочий телефон, дополнительный номер у нас 309, он тоже у вас на экране. Также, если вы не можете дозвониться, допустим, до меня или услышать от меня ответ, у нас есть два специалиста. Это Татьяна Сергеевна Василевская и Анастасия Романовна Шкунина. Они также смогут ответить на все ваши вопросы. Уважаемые коллеги, если вопросов нет, спасибо большое за профессиональное внимание. Мы всегда будем рады взаимодействовать, знакомиться, встречаться. И добрый нам путь.